Тулану отпущу. Да, сейчас пойдем. Ну вот, ребят, утро прохладное. Вчера теплее было, сегодня прохладнее. Спалось хорошо, сейчас жару поддал. Надо вскипятить воду. Ну, я имею в виду чайник. Да, прохладно. Но ветер такой же, как и вчера, всю ночь гудел. Вообще не переставал. Вечером, когда лег, еще где-то в 9 часов, наверное, я уже полностью лег спать. Выходил на улицу, было очень сильный ветер был и безоблачно. Звезды были. Вот сейчас завтракаю. Ну как, вообще не хочется есть. Вчера кашу съел. Сейчас остатки я дам Тулану. Сам съем вчерашнюю рыбу, которую я вчера не ел. Ой, прохладно. И чай попью. И уже буду собираться. И пойдем, ребят. Тихонько, помаленьку будем возвращаться. Спалось хорошо вообще. Отдохнул от души. Прям идеально. Сейчас время 5 часов 24 минуты, как я встал. Глаза открыл. Уже как бы светло на улице. Думаю, неужели я проспал? А будильник я сделал в 6 часов. Как бы не спеша, чтобы вставать. Все равно я думаю, сегодня будет сильный ветер. Сейчас позавтракаю, подумаю, что как, куда идти. И уже там решим. Все, сейчас я жду, когда закипит чайник. Наберу воду в чайник. Уберу постельное. Все здесь уберу и уже будем выходить. Смотрите, он ждет меня. Но я тут уже, в принципе, имбирь собрал. Еще осталось помыть стакан, ложку, чайник. Оттуда вылить воду с чайника. И все, в принципе, посуду уже я помыл. Кастрюли, вот, как сказать, сковороду. Пол подмести надо. В общем, все здорово. Так, потихоньку собираюсь. Все. Ну, короче, погнали, ребят. Там пару полен осталось, но пусть тлеет. Все тут убрал. Стол отодвинул, чтобы мыши не залезли. Вот. Ладно, давай. До новых встреч. Как всегда, я открытым оставляю. Пусть проветривается. Щель оставим. Тулан уже в модном ошейнике. Да. Амбар тоже закрыл. В принципе. Короче говоря, сейчас мы обратно пойдем. А в эту избушку примерно через дней 10 снова вернемся. Подожду, пока на реке вода поднимется. Хоть немножко, хоть 20 сантиметров. Невозможно ездить. Там вообще высохла река. Если не будет воды, я представления не имею, стоит ли сюда приехать вообще. Если на лодке, конечно, приедем. А пешком далековато. На себе таскать груз. Ну, посмотрим. Время покажет. Будем надеяться, что будут еще дожди. И хочется здесь хотя бы дней 10 побыть. Или хоть 5 дней, без разницы. Побродить. Планов очень много. Надежды очень много. Но, скажу вам, не очень радует. Раньше я сюда приезжал, знаешь, вот приедешь, начнешь что-то там делать, дрова колоть, и сразу рябчики откликаются.
встречают тебя. Их было очень много. И вот по утру там не надо свистеть, они сами свистят кругом. А сейчас за целый день 2 рябчика увидишь. Ну это смех и грех, блин. Вот. Может, будет еще. Будем надеяться. Как будет, что будет, я буду вам снимать. А сейчас пошли на поиски глухаря. Все, давай, изба. До новых встреч. Путь наш нелегкий, не близкий. Придется топать долго. Там, короче, собака кого-то подняла. Не знаю. Или косач был, или кополуха, но не глухарь. Он в ту сторону улетел. Там вот смотрел тоже. Посадки я не увидел, чтобы он сел. Мельком только я увидел, во-первых, птицу и звук крыльев. Прямо этот. Ветки попадали, но он улетел. Это значит, был косач. Близко даже не подпустил собаку. В общем, улетел далеко. Упустил птицу. Блин. Вот смотрите. В ту сторону, смотрите, очень тяжело. Ослепляет. А здесь наш сушиний косач сидел. Он оттолкнулся, и я услышал вот этот звук, когда отталкивался. Больше не вижу. Значит, птиц там не одна была, а несколько. Собака подняла птицу, за ним убежала. А тут на дереве еще, оказывается, был. Нифига ничего не слышно. Может, где-то еще и сидит. Короче, давно уже собаки нету. В какой стороне, хрен пойми. Собака почти километр в стороне. Восток. Северо-восток, значит, вон там он. 984 метра, вот, пожалуйста. Километр 0,3 отдаляется еще дальше. Вот сейчас точка есть, он как бы ловит, связь есть. В общем, километр от меня в стороне. Не знаю, почему он не догоняет. Ну, спрашивается, какой толк от этого, что он ушел на километр, на 5 километров. Вот какой толк от этого? Скажем, если я иду в другое направление, он, 5 километров в стороне, там кого-то ищет. 200 метров, чтобы собака отходила, радиус 200 метров, ходила, искала, и все. Достаточно для охотника, вполне достаточно. Километр поиск, но для меня, я по себе сужу. Некоторым этого может мало, еще дальше и дальше идет. Я, ребят, потихоньку иду, отдаляюсь, и километр 210. Вроде как 200 метров я сейчас прошел. Собака, наверное, кого-то там он лает. Но я лай не слышу, потому что ветрено, шумно. Очень шумит лес. Может, кого-то он лает там. Чего не поделаешь, придется ждать. Даже отдаляется до сих пор еще. Еще отдаляется.
сначала в нашу сторону идти. Не идет, ребят. Километр 190. Хорошо, если он впереди меня идет, а когда сзади меня нифига, блин. 190, 210. Нахожусь на просеке. Тут рябчик откликнулся. Жду собаку. Связь появилась, связь терялась и снова потерялась. Короче, он подлетел, я не заметил, не услышал. И, короче, ай, блин, улетела птица. Я думал, далеко еще, она здесь, оказывается, был уже. Подлетел вон туда, далековато. Не видно даже. Где-то вон там. Собака. О. И улетел, бля. Собака, блин. Опять, ребят, такое вот. Ну вот видели, как происходит охота с собакой на рябчика. Рябчик сидел, хорошо сидел, но от ветки мешает. Я вот все время искал там момент, где вот такой вот вижу, в оптический прицел не видно. И вот собака туда ушла, и но сейчас уже он точно не прилетит. Вот так. Ладно, осенью еще мы, конечно, сюда придем. Я без собак здесь еще пройдусь. Недалеко от избы. Где-то пару километров, наверное, прошел. На этот момент, ну, блин, да. Ну, ничего не поделаешь, все. Уже улетела птица. Собака вот на месте. Все показывает. Ладно, идем дальше. Спрашивают, зачем, говорит, Олег, плана не берешь на охоту на рябчика. Вот вам результат. Рябчик очень осторожная птица. Как бы она глупая. Сам по себе такая вот, ну вот подходит на манок. Но в то же время очень хитрый. Очень пугливая, как и косач, и терьер. Да все хотят жить, что тут скажешь. Ну все, не наша птица, идем дальше. Разбитый муравейник. Медведь постарался. Сегодня другим маршрутом буду идти.
В основном по дороге, фиг с ним пойду. Потому что в лесу тоже мало что есть. Сперва вот так, по такой трассе трасса идет. Вдоль вырубок, старых вырубок. Ну, может, казачи там будут. И потом в ельник зайдем. Другого варианта у меня нету. И по ельнику еще придется идти. Там много валежника, конечно. Потерпим. Там ельник уже зарастает. Очень много подсада. Хороший лес выходит. Тулан облаял косача. Одного видел, он перелетел через дорогу. Я не знаю, показалось или нет. Сюда еще вроде как. Но вряд ли, наверное, там. В прошлом году именно здесь тоже один единственный черный косач был. Взлетел и улетел. И вот в этом году тоже я лично одного видел. В ту сторону очень далеко улетел. Один был или несколько, я не знаю. Вот заходил сюда, еще присмотрел, там на деревьях может где-то еще кто-то сидит. Нет. Вообще шуганная птица какая-то, блин. Взлетают и все, ищи свищи потом. Очень ветрено. Ветер, ребят. Все, это на будущее для меня это хороший урок. В ветреные дни лучше сидеть дома. Если охота на птицу. Понятно, если на зверя там есть лицензия, охота на лося или на медведя, то это уже, да, в помощь, конечно. А птица где-то в лесу она затаилась. Ладно, уже отдал хлеб. Еще просит. Я шекала. На, станчай. Короче, я на краю вырубки. Сейчас уже скоро будет ельник. Такие дела. Небольшой перекус. Яйцо с хлебом. Сало есть. Чай без заварки. Только конфеты подушечные. Немножко перекусил. Вот сейчас я поел и понял, что мне уже надо было поесть. Сейчас так хорошо стало мне. Чай попил. Ну, там не чай, а такой вот морс получился. Там кипяток и подушечные конфеты. Без заварки, без ничего. Вот сейчас, как и говорил, пойду по ельнику. Может, там будет какой-то рябчик. Но с глухарями уже я понял, что в этом походе мне не повезло. Так как не видел и никак не получилось добыть. Пока даже и рябчика. Вот, но надежду я не теряю. Еще много мне идти пешком. Можно, конечно, по сосновому лесу, по дорогам еще побродить, вдоль болот, но не хочется. Пойду в ельник. Все-таки, думаю, в ельнике рано или поздно я встречу рябчика. Вот. А в сосновом лесу, на вырубках, в открытых местах вообще, ребят, невозможно штормит. Я просто бывало капюшон приходится поднимать. Прям холодун такой, дубак.
Вот. Ну, на этот момент вот такой вот. Что происходило, рассказываю. Видел рябчика, которого чуть-чуть не успел я добыть, не получилось. И еще одного косача, вот, который мельком увидел, как через дорогу он пролетел и улетел. Вот, даже его ветром унесло. Что-то он быстро летел. Вот, как ни странно, тоже один был. Косач тетерев. Осенью он стайный уже. В стае можно увидеть по 15 штук даже. Пока нет. Белка или куница, наверное. Елка огромная. Кого-то облаяла. Здесь ночевал кто-то. Просто лежал. Возможно, даже медведь. Что-то облаял и не вижу, ребят. Белка или куница где-то. Смотрите, ребят, что творится. Прям десятки кубометров леса просто навалом навалило. И там тоже. Тут с корнями вот выворотни какие. Представляете, какой ужас тут был. Это летом происходило тут. Полоса идет далеко, вон туда. Прям видно, видите? Вот здесь вот. С десяток, наверное, тут. О, блядь, напугал. Это опять дерево свалилось. Фу. Так неожиданно получилось. Смотрите, там бурелом вообще полоса пошла. Это сильнейший ветер. И самое главное, то что вот ничего нельзя трогать. Он будет тут гнить. А чтобы на дрова, скажем, если вот так на корню, просто нельзя. Тупизм полный. Полный тупизм. Капец там. Дальше еще хуже. Вот такие валежник попадаешь, ей приходится обходить прям сотни метров. Вот такие дела, ребят. Красоты природы показываю. Вот смотрите, там выворотни сколько. А если человек шел тут и попал под этот ветер, не успеешь убежать, придавит. Вон она, белка, цокает. За 2 дня первую белку увидел. Фотографировал, не знаю, фото получилось или нет. Еще в одном месте собака лаяла кого-то. Но я никого не увидел. Так, разные деревья лаяла. Что-то запах, наверное, слышит, а есть или нету там, фиг знает. Вот опять начал кого-то лаять. Может, тоже белка. Но тут близко. Сейчас обойду, там пройду. Не успел подойти, замолчал что-то.
Высокие сосны, ельник. Явно нам тоже белка. Где-то рябчик. Здесь он. Где он? Блядь. Над головой, оказывается, вон тут был. Я тут смотрю. Ребят, прям над головой. И не увидел я его. Вообще, блин. А мне казалось, что там этот, как сказать, тикает, там пикает. А он прям вот тут был. Нормально. Деревья такие высокие. Прям смотреть нереально высоко. Вот так. Ну и просто тулан там лает. Она на запах чувствует, а не видит. А я слышу, но не вижу его. Думал, за этими елками где-то вот тут. А вон там. На первых сучьях, ну, на нижних. Где-то он там сидел. Вообще я не увидел его. Голова аж закружилась так смотреть. А палка там, пока сфотографировал я белку, палку там оставил. Вот так. Ну, вот видите, как происходит охота сегодня у меня. Не вижу, как я не увидел, просто реально не увидел эту птицу. Вот так. На нижних ветках, но он как-то сливается. Да и чуть-чуть я как сказать, другое место смотрел. Ну, ничего не поделаю. Встретимся другой раз. Я уже вышел с ельника, ребят. И чтобы пустым рюкзак не тащить, я начал собирать клюкву. Вот, пожалуйста. Клюквы достаточно много. Тут не такая крупная, как вот вчера место попадалось. Очень крупная клюква. А здесь она есть, но так себе. Ну все, набирается быстро. Это уже третья шляпа. 2 раза уже высыпал в пакет. В общем, тут пособираю, поковыряюсь и уже буду идти по сосновому лесу, по такому. Вот. А по ельнику я уже замучался, ребят. Но прошел, наверное, 3,5 километра, как примерно вот так. 3,5 километра. И потом так много валежников уже. Дай, думаю, выйду на сосновый лес и уже здесь. Здесь тоже по-своему тяжело, но лучше здесь идти, чем там. Там, блин, как по скалам, по горам, по холмам, там ходишь там через елку и приходится обходить там зигзагами. Там столько валежников уже навалило этой елкой. Ужас. Просто ужас. Вот. Ну, у меня там лаверь, ружье, тулан охраняет. Там, видите, синий пакет. Вот туда я уже собрал клюкву. Потихоньку, помаленьку. Дальше сейчас пойду и, может, где-то покрупнее найду. Там и есть тоже крупные, но меньше. Ковшом быстро собирать. Прям на коленях хожу. Мох сырой, холодный. Местами даже и белобокие еще. Ну, как бы не созревает. Потому что он находится в мху. Природа дает. Берем. Я не любитель этой клюквы, но пускай будет. Может, глубокой зимой там, когда будем болеть ОРЗ, это неизбежно. Каждый год. Грипп, ОРЗ, это
через это проходим, и лучше морс сделать из клюквы. Вот сладкий морс. Он кислый, ягода кислая, но больше сахарного песка. И он потом вкусный, сладко-кислый такой получается. Можно от села, конечно, там за гаражом большое болото, там все всем селом собирают, и там клюква, ну, наверное, бесконечная там. И каждый год урожай хороший, просто тоннами собирают, не просто килограмма, а тоннами. Каждый человек там от 10 до 50 килограмм на себе тащит. Сильные люди. Меня просто поясница не выдержит. Вот так вот немножко пособираю на коленях, чтобы вот стоять раком и собирать, у меня спина не выдержит. Вот. А так, в принципе, немножко наберем. Тоже много набирать не стану, тащить на себе. Еще не скажу, что близко там. Вот просто вот хорошее место клюквы есть, и почему бы не собрать. Надеюсь, видите этот процесс сбора. Опачки, вот я снова только набрал. Теперь быстро набирается. Скажите, что он не кайфует. Отдыхает по полной программе. Тулан. Мунам. Мунну веткала. Надо идти. Мошкары сколько. Тулан. Кага. Муна мога. А? Разбудил тебя. Разбудили тебя. Мам, он вот такой. Все ты не рассып. Монастя. Вот так. Ну что, ребят, я сейчас покажу, сколько набрал. Хорошая клюква. Покрытие. Ну, не знаю, килограмм 2, наверное, может чуть больше. Вот. Такая. Хорошая. Ну и тут еще. Здесь прям пятачок такой попалось. Вот я здесь и собрал. Сейчас буду идти дальше. Хватит. Тяжело потом тащить будет. Для первого раза нормально. Да и в принципе нам это вполне достаточно. Но может быть в азарт войду и еще наберу. И-нибудь в другой раз. Сейчас надо идти. Еще раз включился. Ну, чтобы закончить этот фильм, этот поход. Начал уставать. Но нам еще надо идти. Ну и тут снимать уже больше нечего, ребят. Прохожу вот такой сосновый лес, смотрите. Вековые сосны. И после того, как я собрал клюкву, здесь по пути еще я видел, знаете, не поверите, метров 15, наверное, от меня. Ну, от силы 20. Ну, пускай, наверное, 15-20 метров от меня. Собака впереди шла. И слева, вот видите, это багульник, наверное, багульник и вот это голубика, кусты. Они очень высокие, где-то полметра, наверное, высотой. Птицы сидели, наверное, кормились вот этим черникой, клюквой. Очень много. Я сейчас наелся этого голубики. Просто вот сядешь и везде ягоды. Голубика, вот черника, пожалуйста.
И наелся этих ягод за 2 дня. Во! Сегодня наелся и брусники. Очень много. Такие места попадались. Очень вкусная ягода. Не скажу, что очень-очень много, но вот есть она. Идешь, ты видишь, закидываешь, когда пить хочется. Вот. Что я сегодня видел? Видел рябчика, которого не успел выстрелить. И второй рябчик выскочила на высоком березе, она накормилась. Это второй рябчик. И еще, получается, я видел косача. Потом еще вам поснимал, прям над головой был третий рябчик. 2 тетерки, не косачи, а тетерки, 2 серии, тетерки были. И все, больше ничего не было. По ельнику шел, там думал, там рябчики есть. Тоже выводков нету почему-то. В общем, такая охота у меня получилась. Что не поделаешь. Бывает и когда-то густо, когда-то пусто. С рыбалкой тоже не повезло. Но этим походы не заканчиваются. Еще, конечно, будут охоты и также рыбалка. На рыбалку не обещаю. В основном мне хочется... Я вот сейчас устал за 2 дня. Примерно прошел я 40 километров, наверное. Я устал. И вот сейчас домой поеду. Там отлежусь. Через пару дней мне снова захочется в тайгу. Следующий поход у меня в планах также уже как бы не планировал никуда уже не поехать, не пойти сразу уже на вторую избу, чтобы поехать на лодке. Но планы меняются, и еще в задумках есть без собаки на рябчика один. Съезжу, наверное. Вот, чисто на рябчика поохочусь. И потом уже, наверное, будет вторая изба. Там на недельку точно поеду. Чтобы уже вдоволь прям насытиться, там ходить, отдыхать, и какой-то результат рано или поздно будет. Все равно найдем глухаря. Но в прошлом году их не было. Ничего с этим не поделаешь. За такое расстояние, вообще. Но я думаю, нам не повезло с погодой. Я думаю, все-таки птица, если была бы, она, наверное, все-таки где-то более в тихих местах сидит, кормится, и на дороге, на вырубке не выходит, потому что очень сильный ветер. Во-первых, пугает птицу, и им просто тоже некомфортно сидеть на ветру, там на деревьях. И летать им тяжело в такую погоду. Их просто уносит ветром. Сегодня я видел, как косач или тетерка, я не знаю, там прям далековато уже, он как перелетел дорогу. Вот. Ну, а вам спасибо, конечно же, за ваши просмотры, кто смотрит все серии. Большое вам спасибо, кто поддерживает меня. Именно тем, кто поддерживает меня в комментариях, просмотрах, лайками поддерживает. Всем вам я очень благодарен. Вот. Ну, немножко фотографий сделал там в Телеграме. Все я выкладываю всегда. В Телеграм-канале. Посмотрите. А мы сейчас дальше уже идем. Без съемки. И как бы дойдем до своей техники, и уже дальше я поеду на трицикле.
Вот такие дела. Все, давайте. Ждите новые фильмы, новые походы. Всем удачи. До новых встреч. Пока.